И вот более 20 лет говорил о системе непрерывного медицинского образования. Важно понимать, что качество медицинской помощи не может быть не связано с полученным. В канун Международного женского дня в Якутске состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровье матери и ребенка – залог здоровья нации». Якутские медики и все желающие насладились интересными лекциями гостей из центральных университетов. Слушателям удалось освежить знания в области организации здравоохранения и законодательства в медицине на семинаре профессора из Оренбургского медицинского госуниверситета Натальи Перепелкиной. Все желающие посетили мастер-класс по акушерству и гинекологии доцента Российского университета Дружбы народов Тамары Бебеневой. Уважаемые гости республики высоко оценили уровень якутского здравоохранения и отметили, что медикам Якутии удалось добиться значительного снижения младенческой смертности. Ученые из центральных университетов подчеркнули, что несмотря на непростые климато-географические особенности региона, благодаря эффективному взаимодействию медиков, Минздрава, Северо-Восточного федерального университета и республиканских властей удалось добиться неплохих демографических показателей. Слушатели семинаров, в свою очередь, отметили важность проведения подобных межрегиональных конференций и их большой роли в непрерывном образовании медицинских работников Якутии. Ведь врач учится всю жизнь. По 4 марта у нас проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Женщины и вызовы современности», в рамках которого проходит конференция «Здоровье матери и ребенка. Залог здоровья нации». Цель конференции – консолидировать усилия всех врачей, педиатрической службы, службы родовспоможения для того, чтобы наши детишки были здоровы, мамы счастливы. И с этой целью мы собрались здесь, в городе Якутске, и пригласили к нам в гости Наталью Юрьевну Перепелкину, которая у нас представляет Оренбург, Южный Урал. Наталья Юрьевна у нас заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Оренбургского государственного медицинского университета. Во-первых, я хотела поблагодарить и университет, и кафедру общественного здоровья, и лично Надежду Валерьевну за возможность приехать к вам на очень гостеприимную, солнечную якутскую землю. Я никогда здесь раньше не была, поэтому для меня это большая честь и достаточно волнительно приехать и обменяться определенным опытом, и рассказать о тех новациях медицинского образования, которые проходят в целом по России. И я только что закончила лекцию, где рассказывала о системе непрерывного медицинского образования, о новой процедуре допуска к профессии. Это и аккредитация специалистов, и внедрение профессиональных стандартов. И с удовольствием общалась с коллегами по вопросам законодательства об охране здоровья, потому что с 2012 года оно существенно у нас изменилось, вступил в силу 323 федеральный закон об основах охраны здоровья граждан. И сегодня в рамках реализации этого федерального закона очень много нормативно-правовых документов повсеместно внедряются. Есть определенные коллизии, сложности, непонимание их внедрения. Проблемы эти единые в любом субъекте федерации, я думаю, и в Якутии, и в Оренбургской области, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Проблемы единые, поэтому вижу свою миссию прежде всего образовательную. В вашей территории имеются определенные демографические особенности, как и в любом субъекте. Есть крайне низкая плотность расселения, очень большая территория, транспортная сложная доступность транспорта и специфика заключается прежде всего в том, чтобы оказывать медицинскую помощь и реализовать критерии своевременности и качества, прежде всего связано с этими демографическими особенностями. Но при этом знаю, что в вашей республике один из самых низких показателей младенческой смертности, материнской смертности, и в целом удается сохранять невысокие показатели смертности. И
вижу большие усилия и органов управления здравоохранением, Министерства здравоохранения, потому что залог успеха в этих критериях качества медицинской помощи прежде всего в ее организации. И если удается реализовать вот те принципы доступности, своевременности, качества медицинской помощи, осуществлять достаточно жесткий и эффективный контроль за этими показателями, а показатели общественного здоровья выступают здесь индикаторами работы и Министерства здравоохранения, и медицинских организаций региональных. Я думаю, что вот даже внешне оценить можно очень хорошо показатели работы, прежде всего направленные на улучшение организации. Организаторами явились Министерство здравоохранения нашей республики, Управление здравоохранения города Якутска и Якутское региональное отделение Российского общества по организации здравоохранения и общественного здоровья. Организаторов и органов исполнительной, законодательной власти и университет вот вместе работая могут прийти к каким-то позитивным показателям здоровья и занимать достойное место в целом в здравоохранении нашей страны. Наталья Ивановна, пожалуйста, ваше пожелание населению республики и специалистам. Специалистам прежде всего не бояться инноваций в образовании, не бояться смелее вступать в систему непрерывного медицинского образования и помнить, что врач учится всю жизнь, и проведение конференции, которые должны носить межрегиональный характер, это как раз те элементы, которые позволяют повысить квалификацию специалистов и уже работать в соответствии с теми жесткими требованиями, которые предъявляет профессия врача сегодня к каждому из нас. Да. Выехать врачам достаточно проблематично, территориально далеко, и в Москву, и в Санкт-Петербург. И если такая возможность есть, то проводить крупные межрегиональные и даже всероссийские мероприятия на месте своевременно, пройдя аккредитацию и получив разрешение выдачи сертификата установленного образца, это очень важное начинание, которое я здесь увидела и участником которого я здесь стала. Если обратить на каноны охраны здоровья, надо помнить, что образ жизни является один из основополагающих в и охране здоровья, и в здоровье населения, качество жизни. Много элементов здорового питания. Здесь есть элементы двигательной активности в силу холодного климата. И, вероятно, те традиции исторические, которые есть в каждом субъекте и у вас, наверное, их надо пропагандировать. И это, наверное, тоже один из элементов здоровья индивидуального. И ничего... То, что традиционным являлось вчера, нельзя забывать и использовать все те принципы, которые и академиком Амосовым разработаны, и разработаны уже, может быть... Углова мы очень почитаем. У нас угловские чтения по профилактике алкоголизма ежегодно проходят. Я думаю, есть чему поучиться и на примере вашего региона относительно здорового образа жизни, традиций, культуры. И это то, что складывалось веками. Нельзя отрицать, а надо все разумное сохранять и приумножать. И думаю, что все получится, и показатели здоровья общественного, и нельзя снижать, несмотря на проблемы финансирования, проблемы нового совершенствования законодательства, несмотря на другие политические, социальные проблемы. Но, думаю, в этом вы успешны как территория и должны гордиться своими традициями и их продолжать. Спасибо большое.
Гоголева Юлия, магистрант второго курса группы общественное здравоохранение. Мы очень рады, что нашу конференцию посетили такое большое количество людей. И надеемся, что в дальнейшем мы будем также сотрудничать с нашими главными врачами и с нашими студентами.